Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. С кем и чем вам придется столкнуться в ближайшем будущем? Пожалуйста, настройтесь на мое гадание, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. С кем и чем мне придется столкнуться в ближайшем будущем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, с кем вам придется столкнуться в ближайшем будущем. Так. С любовью вам придется столкнуться в ближайшем будущем. Знаете, я вижу здесь два формата отношений. Может быть, это подойдет как одному человеку, так, кому-то подойдет одно, кому-то другое. Вас много, гадание одно, поэтому уже сами понимаете, да, для себя, что вот именно к вам идет. Я вижу здесь безумную страсть и большую любовь. У кого-то, еще раз говорю, да, может быть и так, и так. Для начала у вас вот ближайшее, не знаю, ближайшее будущее, самое ближайшее, идет именно страсть. Страсть с человеком, которого вы уже знаете. Это человек не новый, человек уже знакомый. Это может быть как ваш мужчина, муж, да, любимый человек, с кем вы вместе в отношениях, так и человек, например, ваш из прошлого, какой-то бывший, либо человек, который там ваш приятель, друг, да, то есть такое может тоже быть. Вот вас судьба именно сводит, ваши две параллельные линии, они перекрещиваются. Этот момент здесь очень четко показан, и вы вдвоем просто в этом пламени огня сгораете дотла. Знаете, какие-то безумные отношения, безумная страсть неожиданно, вот ни с того ни с сего просто вспыхнет какой-то прям пожар в ваших сердцах и в других органах, скажем так. Да. Человек абсолютно не новый. И с человеком такие легкие отношения, знаете, как будто бы, не знаю, ни к чему не обязывающие. Вот как-то все просто, все легко и все как по накатанной идет, да. Почему-то я не вижу у вас в голове каких-то вопросов в плане того, что а что же дальше, а что же будет. Ни у вас таких вопросов нет, ни у вашего партнера, скажем так, да. Вы горите вдвоем, вам очень это нравится. Ваши встречи безумные, манящие, привлекательные, сводящие с ума, но в то же время ни к чему не обязывающими. То есть, если даже вы в паре, в браке, то, я не знаю, тут может какой-то гостевой брак, да, то есть как бы нету каких-то вот рамок, нету никаких-то границ, нету каких-то обязательств. Легко. Вот идет легко. Легко, и вы ни о чем не думаете, вы ничего не ждете друг от друга, только безумной страсти вы ждете. Вот такой момент происходит. Безумная страсть. Так, для тех, у кого отношения в треугольнике, здесь то же самое, знаете. То есть вы не будете, например, давить, если вы любовница, и вы не будете то же самое, да, давить, если у вас любовник есть. То есть здесь именно идут такие отношения, когда люди друг другом наслаждаются, ни о чем другом не думают, им вместе хорошо, и слава богу, да. То есть вот такой момент происходит. Так, разочарований нет. В этих отношениях нет разочарований. В них есть безумная страсть, в них есть даже дружба какая-то такая прям настоящая, да, но разочарований нет, не будет в этих отношениях разочарований. Вы как-то вот сойдетесь, и также вы спокойненько разойдетесь, то есть без всяких лишних болевых ощущений. Вы друг другу как будто бы, не знаю, там витаминки, да, настроение друг другу поднимаете, вас высшие силы зажгли по отношению друг к другу, чтобы вы ушли от каких-то деструктивных настроений, от негатива, который у вас есть и у вашего партнера. То есть вы отвлекаетесь, в прямом смысле слова. Вас отвлекают, развлекают на то, чтобы вы настроились на новый лад. Такой момент происходит. Так, еще идет также встреча именно для серьезных отношений с человеком, которого вы не сразу опознаете. То есть это может быть случайное какое-то знакомство, но вы как-то отнесетесь к этому, так, да,
так себе, скажем так. А человек очень сильно глубоко вас прям прочувствует. Мужчина будет за вами ходить, мужчина будет вас добиваться. У вас первое знакомство, встреча пройдут как-то вот прям сквозь, а потом уже мужчина будет вас искать и найдет. Из этого второго знакомства, со второй вашей встречи уже начнутся отношения. Мужчина идет сильный, хороший, добрый, но такой, знаете, не наглый, и мужчина, который немножечко вам уступает по силе характера. То есть вы у нас командир, рулевой и человек, который может брать на себя ответственность и вопреки всему доводить дело до конца и не бежать от ответственности. То есть вы привыкли так жить, это ваш стандарт жизненный, да, назовем это так. Конечно, для женщин особенно это не очень. Если вы мужчина, то супер, так и надо. А вот если вы женщина, тут нужно больше каких-то женских ноток себя добавлять. Хотя, с другой стороны, вы по-другому уже не можете. Это не ситуация одного дня, это ситуация уже наработана годами в вашей жизни. То есть это все присутствует на законных основаниях. И вы понимаете, вы встретите почти равного себе человека, но этот человек, он умудренный жизнью и опытом, и он не будет идти с вами на противостояние. То есть если вы покажете, что вы командир, человек вас признает своим командиром, своим полководцем, да, и будет вам подчиняться, выполнять вашу волю. Такой момент происходит. Это не значит, что он там слабенький, что он там сам какой-то там робкого десятка. Нет, наоборот, это говорит о его большой мудрости и о его желании быть с вами любой ценой. Вот это главное. Человек будет заботиться о вас в тайне, то есть он будет вам помогать, что-то для вас делать, какие-то хорошие, правильные советы. Но всегда последнее слово будет всегда за вами, то есть он всегда будет спрашивать вас. И вы в определенный момент вы догадаетесь, что на самом деле происходит. Будьте очень благодарны этому человеку. Знаете, тут даже любовь такая пойдет. Но вы и так в него влюбитесь, потому что понравится очень, как он обходительный, заботливый и внешне очень привлекательный будет. Но когда вы поймете, насколько человек себя прогибал под вас, вы просто, я не знаю, будете его безумно благодарить. И вот эта любовь, она еще станет более яркой, более насыщенной и знаете, как любовь, которая приносит много-много радости вам. Вот такой момент происходит. Но как, представляете, ради вас человек себя там за пояс затыкает, да? Хотя он там еще тот командир, да? Может быть, у него, кстати, свой бизнес есть, и он им очень удачно управляет. А в доме он такой, знаете, послушный, сынок, назовем его так. Такой момент тоже может быть. Но тем не менее. Так, еще у вас идет момент, что вам придется столкнуться с конкуренцией. С конкурентами. Тут может быть на работе, соседи, не знаю, даже вот друзья. То есть с кем-то придется побороться, причем побороться в открытую. Здесь человек будет использовать против вас всякие запрещенные приемы, а вы будете бороться открыто. То есть не убегать, не прятаться, не отмалчиваться, а именно вы будете противостоять. То есть если человек будет какие-то утки запускать насчет вас, либо там сплетничать, либо гадости, то вы будете опровергать, скажем так. Победа будет за вами, но победа не будет легкой. Почему? Потому что человек какой-то вот прям как, не знаю, с умственными какими-то, может быть, проблемами. Человек зациклен на своей победе, на то, чтобы добиться своего и всячески себя отстоять. Вот такой момент происходит. И я вижу, что вам нелегко придется, будет переживание. То есть вы, знаете, как вы себя отстаиваете, да, потом отворачиваетесь, и у вас могут быть слезы, да, потому что вы разочарованы, да, что вот люди могут так поступать, что люди могут так говорить, делать, да, особенно если ты не ждешь. Вот такой момент может происходить. Но я вижу, что вы сильный человек, вы справитесь, вы победите всех этих конкурентов, отстанет от вас эта гадость, и вы выходите победителем. Вы человек, который над головой держит вот прям флаг победы. Понимаете, вот такой момент происходит. Так, по обстоятельствам. У кого есть автомобиль, здесь вам придется столкнуться с тем, что, я не знаю, тут ремонт какой-то идет, да, ремонт. И смотрите, будьте аккуратны, потому что
вас попытаются на ремонте немножечко как обмануть, да, больше с вас денег взять. Если у вас есть проверенные люди, если есть у вас друзья, которые разбираются в ремонте автомобилей, то обращайтесь к ним, потому что если вы самостоятельно будете делать, то могут немножечко вас обмануть. Какие-то мошенники, хитрецы, да, увидят, например, что вы человек, который не разбирается, и начнут там с вас денежку доить. Такое может быть. Еще момент. Что касается государственных учреждений, возможно, там вас поджидать будет какой-то момент, скажем так, недопонимания, да, когда вы столкнетесь с каким-то, вот, я не знаю, произволом, грубостью или хамством, но при этом человек не именно вам пытается навредить. У человека там, я не знаю, будет дурное настроение, да, и вы просто попадете под горячую руку. Мой вам совет: не реагировать бурно, просто вот не реагировать бурно. Понимаете, что человек сильнее, чем вы, в плане того, что человек наделен властью, да, и вы как бы в зависимой ситуации получаетесь. Если вы будете конфликтовать с этим человеком, то и чем хорошим это не закончится, для вас это будет хуже. Здесь именно тот случай, когда вам лучше промолчать, да, промолчать, несмотря ни на что. И человек, ему стыдно станет, да, за то, что он вас там обидел словом либо делом, и человек попытается искупить свою вину и для вас в лучшем виде сделает то дело, да, за которым вы пришли. То есть вот такой момент произойдет. Не нужно идти на конфронтацию именно с людьми государственными, наделенными властью, которые вот, сильнее, чем вы, вот в плане именно тайтлов, статусов, да, потому что вы не выиграете, а можете очень жестко проиграть, если вы начнете там свои права отстаивать, что вы там начнете там, не знаю, там себя кулаком в грудь бить и говорить, что я там гражданин, вы должны, обязаны, ничего хорошего не выйдет. Там у человека, не знаю, какая-то драма происходит, и у него голова черная, просто черная от переживаний, каких-то мыслей. И если человек увидит, что вы, как обиделись, да, но при этом смиренно все это приняли, человеку станет стыдно, и человек для вас сделает. Мало того, этот человек вам еще какое-то покровительство окажет, то есть, да, какую-то вам еще пользу принесет, да, что-то для вас в лучшем виде сделает, да, не так, как вам надо, а еще лучше. Вот такой момент пойдет. Так что, мои дорогие, знаете, что есть случаи, когда нужно промолчать. Это будет для вас более выгодно и полезно. Так, еще я вижу у вас покупки. Здесь идут покупки, много покупок. И покупки, которые, знаете, вы под импульсом каким-то делаете. Вы накупите всего чего-то много-много, придете домой и просто ахнете. Зачем? Зачем я столько много купила? Зачем мне все это нужно? Да, вы не потратите все деньги, покупки будут очень выгодные, но когда вы подумаете, когда я буду, например, это все носить, либо когда я буду все это кушать, у вас просто будет такой, знаете, легкий шок. Да, потратилась просто так, и что теперь с этим делать, да, кому пристроить эти вещи, либо еду. То есть такой момент может произойти. Не поддавайтесь на импульс. Лучше списочек составляйте, прежде чем идти вот по магазинам. То есть у вас именно какой-то момент будет, что вы попадете в какой-то либо очень большой магазин, либо вы попадете в момент, когда какие-то будут распродажи невероятные, и что вы прям оторветесь, накупите там чуть ли не полмагазина, скупите. Может даже момент, что одинаковые какие-то вещи у вас даже попадутся. И потом сами себя ругать будете. Да, и не берите с собой больше денег, чем вы рассчитываете потратить. Да. Карточки лучше оставляйте дома, чтобы не соблазняться и не скупать все, что вам в глаз упадет. Вот этот момент очень четко видно. Так, плюс я вижу, что кто-то к вам придет и подарит вам какой-то подарок, либо несколько подарков. Может быть, у вас будет праздник, день рождения, юбилей, то есть к вам могут гости прийти. Если нет, то все равно какие-то люди, вот несколько человек, которые о вас там думают, помнят, придут к вам и что-то вам принесут. Вещи очень важные для вас, вы им очень сильно обрадуетесь. Вот настолько прекрасные подарки, что прям радость у вас от этих подарков произойдет. Вот такой момент здесь виден. Так, мои дорогие, я буду делать и дальше еще такие гадания. На сегодня это пока все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.